Испытано на себе. Друзья, мы рады приветствовать вас на канале Якутия-24. В эфире программа «Испытано на себе». Ну, я думаю, что в наш век развития социальных сетей, когда практически, наверное, 90% новостей, контента мы воспринимаем через визуализацию, то есть мы смотрим глазами на видеоролики и так далее, на новости блогеров, какие-нибудь интересные обучающие видео и так далее. Все это видеоконтент. Но и, конечно, сегодняшний выпуск мы бы хотели посвятить съемкам рекламных видеороликов. Как они производятся, как они снимаются, что для этого нужно. В общем, я думаю, сегодня по традиции вы узнаете много-много нового и интересного. Ну и, конечно, для того, чтобы узнать все от профессионалов, мы сегодня обратились к Алексею Павлову, это основатель творческой студии «Пространство». Мы сейчас находимся также в пространстве, и именно здесь мы будем снимать наш рекламный видеоролик. Алексей вот прямо сейчас здесь находится, он снимает сторис для своего инстаграм-аккаунта. Алексей, приветствую. Привет. Да, Алексей, ну расскажи, что мы сегодня будем делать. Так, ну так сразу, да. Ну, потихой расскажу некие лайфхаки по видеосъемке на телефон. Ну и также мы сейчас поснимаем маленький промо-ролик для Таргета, нашего филиала «Фото на документы». Вот, и покажу технику, на которой я снимаю, и что обычно используют видеографы, которые снимают рекламу. Отлично. Ну, кстати, у меня сейчас идея тоже возникла. Так как мы снимаем ролик про фото на документы, мы еще, наверное, расскажем, как правильно фотографироваться на документы. Ну да. Да. Ну что, все это в нашей программе «Испытано на себе». Оставайтесь с нами. Испытано на себе. Друзья, мы сейчас находимся в мини-студии «Пространство», но это так, наверное, на словах мини, на самом деле она достаточно просторная. И сейчас, вот видите, Алексей достает то оборудование, которое требуется для видеосъемки хорошего ролика, для видеосъемки контента, в нашем случае рекламного видеоролика. Алексей, ты сказал для таргета, то есть это будет крутиться в соцсетях? Ну да, как бы мы все свои услуги слегка таргетируем для того, чтобы увеличить охват, а для этого, конечно, качественные ролики нужны. Вся съемка происходит довольно-таки быстро, то есть в течение дня, 2 дней, и компактными количеством людей и оборудования. Да. В принципе, можно и большим оборудованием, но это слишком затратно. И то есть рекламодателю уже не будет выгодно, да, допустим, заказать. Бюджеты выше 200 тысяч рублей, там, команда из 15 человек. Раз в год такое бывает. В прошлый раз я снимал компанию InDriver, вот такая реклама была, где большая команда была. А в большинстве случаев это вот мобильная тема, да. И за счет мобильной темы всегда используются мобильные оборудования, которые есть, которые можно одному или 2 человекам положить в машину, вот, и тем самым работать. Ну, самое главное, самая моя главная сумка, это вот сумка, где стоит камера. Я использую камеру, фотоаппарат, да, камера EOS Canon R6. Это отличная камера за счет того, что она пишет 10 бит качественное изображение в телефон. Ну и плюс можно еще... Не в телефон, фотоаппарат. Ну и плюс к тому, что можно и фотографировать. Ага, ну, я же фотограф тоже. Универсальная. Да, поэтому она... Но я знаю, что Алексей недавно перешел с Sony на Canon. Да, я частично перепробую технику. Ну, и Sony мне не понравилось за счет того, что у меня информации по цвету его очень мало по сравнению с Canon. Ну и камера R6, она очень хорошее качество изображения дает, поэтому я выбираю в него. В общем, сама камера, что у меня здесь есть? У меня есть куча объективов, которые нужны для разноплановой съемки. Вот, всякие фишай. Вот. Самый главный инструмент, который сейчас у меня есть, это тоже в рекламном ролике он необходим. Это такой так называемый color checker. Это такой некий стандарт изображения, да, чтобы вся картинка была одинаковая.
Ну, простыми словами, получается, обычно, допустим, я знаю, берут баланс белого, да, то есть Да. белый тут присутствует, а тут, получается, баланс всех цветов. Да. Ну, для того, чтобы в камере вот красный цвет, он был красным. Именно таким, который здесь, короче, Ага. а не под свой манер. Ну, Ясно. такая мелкие нюансы, которые нужны для хорошего сведения многих кадров. Да. Видеографы работают с помощью, ну, как бы, всегда нужно стабилизировать отображение, да. То есть, если вот эта камера, она еще может сама стабилизироваться, но помимо этого фотограф использует, скажем, некий штатив, который стоит, и чтобы камера не шевелилась, да, более качественное изображение. Но помимо этого можно сейчас использовать технику, так называемый электронный стабилизатор. Он пришел на смену стадикамов, которые раньше ручные были, помните? С жилетками ходили и тому подобное. Да? Да. Сейчас это все в электронном виде. Он легко собирается. Он может служить как и штативом, так и как подобно слайдерам. Слайдер тоже, помнишь, такие длинные, метровые, 1,5-метровые, такая площадка, на котором камера туда-сюда ездит. Ну, сейчас все это с помощью стабилизатора. Все это может, заменяет стабилизатор. Да. Давай, как бы, может быть, ты отстабилизируешь его? Давай. Так, друзья, кстати, действительно. Вот, смотрите, этот... Тут, кстати, вот интересная фишка. Да, стабилизатор. Раньше их очень сложно было стабилизировать, сейчас легко. За счет того, что у него есть... Ну, ты сейчас отключи все, да. стопы. Я вот привык, вот Да, у меня видишь? вот такой стабилизатор, который вот так ходит и весь гуляет. болтается. Ага. И этот стабилизатор хорош тем, что он с помощью таких штучек... Фиксируется. Да, и тем самым ты можешь просто одну ось вот, сбалансировать, например, как тебе нужно, например. Вот, например, я сбалансировал, потом вот здесь тут забалансировал, чтобы она не падала. И все нормально. Попробуй сам. Так, ну-ка сейчас Алексей, подскажет. Тут надо... Так. Ну, в этом случае как бы придерживай камеру, чтобы она не упала, да? Да. Вот ты стопор снял, и вот колесико жесть, вот в это колесико. И можно Да, двигать? и крути, чтобы слушай, она это круто. туда-сюда бегала. Друзья, вот смотрите, смысл в чем? Перед тем, как включить стабилизатор электронный, вам нужно отстроить, чтобы даже без включения моторов, камера находилась в горизонтальном положении. Ну, тогда, получается, он меньше тратит энергии и легко ему крутить. Да. Управлять. Вот, все, можно зафиксировать, Да, ты эту ось. берешь, фиксируешь. Так. Вот. А теперь, вот в этом? Да, в этом положении стоишь и смотришь Это баланс. вот Видишь, это, как ты тоже? отпускаешь, он Она падает. уходит Видишь? сюда. Да, значит, его нужно открутить и вот в эту сторону чутка Так, а приподнять. тут есть колесико? Не, тут его нет. просто приподнимаешь там, все, вот так. Оп, отпускаешь, видишь? О, Ну, как сразу попали. И бы, фиксируешь. да. И ставишь его в обратном положении, фиксируешь его по... вот видите. Да, фиксируешь его по стопору. Теперь переходим к Да, этой оси. да, другую ось. Так, это я... Вот снизу здесь, снизу. Снизу стопор убираешь. Только снизу? Ага. Так. Вот он уходит влево. Да, ты нужно берешь, значит, его- откручаешь, чутка приподнимаешь и... Да. Ну, вот, отлично. О, видишь, опять попал. Ну, тут он большой, за счет этого есть такие большие люфты. Переходим. Да, Фиксирую? Фиксируешь. Фиксирую. Да, Так, ой. Так, куда? На да, себя. вот, Ага. все. Он сфиксировался, а теперь другая ось. Да, ты его тоже отфиксируешь. Но хитрость именно этой оси Надо ты её должен взять и вот так вот в бок вот сделать. Вот. Не, имеется в виду вот на 30 градусов повернуть Вот и так. потом опускаешь. Видишь, он Уходит. опускается, да. Ты должен расслабить и его, наоборот, в эту сторону сделать. Вот эту ось я у себя ни разу не регулировал, кстати. Но эта ось нужна, когда ты держишь, да, и когда вот так крутишь, чтобы да, он... и чтобы она не бегала, короче. Видишь? А теперь он, видишь, наверх пошел. Теперь надо назад немножко. Да. Ну, приноровиться и... Ну, кстати, вот ролик был бы удобен здесь, наверное, колесико. Нет. Еще назад, да? Да. Все? Отлично. Фиксируешь. Ты зафиксировал, а потом, как только зафиксировал, ты берешь и все отсоединяешь, чтобы она все бегала, да? И вот в любом положении она стоит и включаешь. Включаешь долгим нажатием вот этой кнопки. Вот это? Долго нажимаешь. Ну, это аналог вот этого.
Да. Все. И теперь ты подними и вот покрути. Друзья, видите, ну это follow, да, стоит, то есть он следит. Это режим, когда камера идет за положением руки. Но она делает это, если я, допустим, делаю резко, она камеру переводит более плавно. Это такой киношный. Вот так покрути его. Вот видите, я быстро делаю. Ну, кстати, она тоже передает, да, усилие, скорость. Ну да. В принципе, там можно менять настройки, чтобы она была либо плавная, либо не плавная. И получается, вот ты берешь, например, тебе нужен какой-то, ну, поменяю режим на, вот видишь, может быть такой же, такой же живой, а может быть вообще зафиксированный. В одном положении. Вот, видишь, вот она, например, как некий слайдер, ты стоишь, например, здесь, зажал, и вот так медленно так прокрутишь в эту сторону. Вот слайдер появился. Просто стоишь, у тебя штатив. С помощью джойстика ты можешь управлять наверх, вниз, там, следить. Я на 100% уверен, что у него есть еще, наверное, мобильное приложение, с помощью которого можно тоже да, управлять. еще это понятие мобильность есть, там подобное. И получается, вот бегаешь, ходишь, вот так вот, все. Она вот стабильно отходит. Так. А, кстати, если ты снимаешь на трехосевой стабилизатор, нужно ли стабилизацию камеры выключать? Или... Ну, тут есть два вида стабилизации. Есть цифровая стабилизация, саму картинку стабилизирует программным путем. И есть матричная, когда матрицу стабилизируется. У меня она выключена в таком режиме, потому что когда они вместе работают, ну, конечно, чутка такая непонятность появляется. То есть желательно отключать ее тогда. Да. Ну, у этой камеры хороша то, что есть еще и объективы со стабилизатором. Ага. Да, это получается такая трех- или четырехступенчатая. То есть тебя стабилизирует объектив, можно. стабилизирует матрица, еще цифровая стабилизация. И здесь еще какой-нибудь там жилет с рукой, и тогда она будет вообще идеальная. Ну, у меня, например, вот такой кейс, который на все случаи жизни, да, где у меня, например, 3 петлички, есть отдельный рекордер, монитор-рекордер, чтобы записывать на SSD-диске, если ты снимаешь что-то серьезное, долгое, там, как маленькие социальные ролики и тому подобное. Когда, в принципе, вся батарейная система камеры, фотоаппарата, она рассчитана где-то на 30-40 минут работы. Да, то есть, если у тебя работа... И, в принципе, в течение дня, если что-то снимаешь, этого хватает для того, чтобы сделать там минутный ролик и так далее, да? Там 30-15 секундные ролики. Но если ты снимаешь какие-то короткие метры, социальные ролики, которые длинные, и тебе нужно в течение дня там снимать там часами, вот тогда я беру вот такую сумочку, где есть отдельный монитор, разные петли, расскажу чуть позже, всякие понятия компендиумы для того, чтобы боковой свет не падал на экранчик, отдельные батареи, вот уже большая батарея, которая камеру уже питает там, в течение 2 часов, например. Вставляется, питается с помощью проводов, цепляется все это на так называемые системы креплений, да, ну, грубо говоря, вот всякие вот навесные штуки такие. Цепляется камера, там, закручивается. Вы заметили, друзья, что мы сейчас говорим о компактных наборах видеографа. То есть вот это еще называется компактная тема, да? Я правильно говорю? Да. Ну, это компактная тема. Ну, просто она используется тогда, когда что-то нужно, например. Ну, вот, получается, я вот сюда камеру повесил, сюда я батарейки повесил. И вот тут сюда, например, я там компендиум повесил, вот эту штуку. Например, вот так вот. И это нужно для того, чтобы вот эта батарея питала камеру, питала монитор, там, и то все остальное. Вот эта штука, она в основном для этого и нужна. Всякими, площадка вот, универсальная. да, всякими вот такими штуками крепится монитор, чтобы он был удобен. Вот. Верхняя рукоятка для того, чтобы держать там. Ну вот, всякое вот навесное, она у меня вот так вот отдельно ходит.
Ну и вообще нужно сказать, что на чехлах, наверное, нельзя экономить, да, то есть сумки и так далее, потому что оборудование, которое вы перевозите в чехлах, в сумках, оно очень-очень дорогое. Испытано на себе. Испытано на себе. Помимо этого, самое главное, вот, чтобы качественное изображение было, даже если ты снимаешь на телефон, это освещение. И этого освещения хорошо, когда его много. Да. Света мало не бывает, света много не бывает, да? Один из... все китайское. Один из таких простых вещей, это вот такие мобильные палочки, это вот новомодные штуки, которые появились года 2-3 тому назад. Вот. LED-светодиоды, которые светят разным цветом, например, да. Вот в этом случае я, например, 3200, 4, вот где-то 4, да. И вот, грубо говоря... Ну-ка, да, кстати, разницу посмотрите. Вот, например, я вот так вот разговариваю и без света. Да, была разница? Сразу некая реклама уже более качественная. Да, и тот человек, который вот так вот держит прибор, обычно это бывает помощник и так далее, который вот рядом ходит, вот ты идешь, да, вот ты оператор, да, и вот так вот человек ходит и освещает его вместе. Вчера это так и было, кстати. Да, вот, видишь, он ходит вот так вот. Ну и в то же время он не должен попадать в кадр. Вот, Да, например, вот так я вот. вам рассказываю что-нибудь. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о съемке видеороликов. А вот за кадром вот Алексей держит без света вот так вот. Без света, да, без света. Другая картинка. Да, вот так вот. Мобильно. При этом это классная штука, когда его можно спокойно там поставить магнитиком. Плюс она RGB, то есть там разноцветные, Да. разные цвета можно получить. Или в машине, например, сидишь и там наверх поставил, или машина же металлическая, в сторонку так поставил, и она вот едет и освещает человека. Более серьезные штуки. Это уже освещение, это два прибора, которые в чехле, в котором должен быть один прибор. А, да? Да. Это все для того, чтобы было удобно таскать. Вот это тоже новомодные штуки, которые недавно появились тоже. Это такие палочки светящиеся. Ну, у них есть преимущество, да, перед стандартными осветительными приборами. Ого! Она дает очень мощный свет. Второе солнце появилось. Все ярко. Палка. Но эта палка, она служит для того, чтобы освещать фоны, там, да, издалека осветить общее пространство, да, можно регулировать. Такие палки, конечно, порядка около 40 и так далее тысяч стоят. Они тоже у нас RGB-шные, точнее, их можно разные цвета тоже дают, цвета сделать, синий и тому подобное. Красный. Слушай, она очень яркая для переносной. Мощность меняется. И получается две разные виды, маленькая, большая. Мощности тоже разные. Это лампа, которая сюда ставится? Или это отдельная лампа, это отдельная лампа. Тоже. Да, это отдельная лампочка. Это китайская фирма, это российская фирма. Тоже RGB освещение. Так, мы все разобрали, всю технику, которая нам потребуется для снятия видеоролика. Значит, мы сейчас будем снимать рекламный видеоролик для фото на документы. Kстати, про сценарий. Как вообще пишется сценарий рекламного ролика? Есть какие-то нюансы? Это целая история. Если мы говорим про рекламный ролик, нужно не просто показать же, да? Надо, там очень много задач стоит, что нужно сделать. В принципе, можно хайпануть, а хайп идет с помощью чего-то очень хорошего, большого, либо очень плохого. В принципе, могу на примере сказать про
такая трендовая тема, которая сейчас веет по всему городу Якутску. На основе него сопоставить, скажем, пару сценариев. Самая нормальная реклама, которая делается, всегда делается на основе определенных ценностей, которые нужно передать зрителю. Грубо говоря, надежность, сервис, какие-то вот триггеры, которые надо уловить и их показать в ролике. В принципе, есть такая тема, ты же автолюбитель. Ты когда хочешь купить машину, скажем, какого-то цвета или какой-то модели, ты когда едешь по городу, ты только замечаешь эти машины. Есть такая. Вот. Поэтому реклама тоже так работает. Она не работает на всех, а именно на тех людей, которые хотят что-то сделать. И тогда они замечают его. И поэтому в этом случае главное быть той тачкой того цвета и просто ездить и ждать, ожидать. И в основном наша реклама в основном вот такая. В этом случае, скажем, это фотодокументы. Я показываю, что у нас качественное освещение, мы подходим к этому к цвету очень хорошо, и работу над клиентом. То есть это плечи, волосы, ретушь, ну и качественная съемка. Вот это ценности, которые мы отдаем, и как раз в рекламном ролике как раз это я и хочу показать. Ну что, здорово. Я думаю, можно приступить к съемке. Ты сейчас тогда... Я буду сейчас в роли помощника Алексея, то есть Алексей видеооператор. Все, пойдем на точку. Да, что надо брать с собой? Свет Нет, берем? давайте сперва ролик начинается с того, что мы думаем. Ага. То есть мы думаем над тем, что будем показывать в ролике. Да, в общем, наши фотодокументы. Есть место, где мы снимаем, есть оборудование, которое профессиональное, которое делает картинку качественную, да. Есть наш ФНДшник, это фотограф на документы, да. ФНДшник. Вот. Я думал, это какой-то научный термин, аббревиатура. Да. Мы называем ФНДшниками, да. Это фотограф на документы. Да, это гораздо короче получается. Да. Вот. У нас там есть модель, и мы сейчас будем показывать вот здесь все. Но для того, чтобы начать снимать, да, я всегда прихожу на локацию и смотрю по освещению как там. Потому что освещение – это самая главная штука, которая есть. В принципе, есть такой некий лайфхак, который могу показать. Есть в телефоне приложение, так называемый SignMeter. Вот SignMeter. Это экспозиционная такая программа, которая показывает, насколько здесь ярко, не ярко. И какие параметры нужно выставить. То есть вот это красный свет, это пересветы, это пересвет? Да, зеленый это нормально. В принципе, я могу, например, фиксировать вот это изображение, например, хоп, и все. И тем самым, например, зафиксировал, и вот смотрю. Все, что фиолетовое, синее, это провалы, это черное. Точнее, это нужно освещать. Вот. И я прихожу на площадку и смотрю, например, здесь ярко, я не хочу, чтобы там было ярко. Выставляю экспозицию, которая нам нужна, например. Где-то вот так вот. Ну, фиксирую, например. Ты фиксируешь по самой яркой точке. Да. И потом смотрю, что тут у меня по всей площадке. Ну, здесь сюда подойдешь. Давай. Я здесь стою, да? Видите, он весь синий. А здесь зеленая и красная. Значит, вот эта часть будет видна, а вот эта часть не будет видна вообще. И для этого я притаскиваю сюда приборы, ставлю эти приборы для того, чтобы картинка по освещению была пригодна для съемки. То есть, чтобы зеленого цвета было как можно больше. Да, видишь, все темное. А значит, она будет в темноте. Вот. Я выравниваю экспозицию по всему кадру. Правильно ли я поставил этот цветовой прибор? Есть тоже некий лайфхак операторов, как ставить свет. И самый правильный лайфхак – это ставить свет по существующему освещению. То есть усилять то, что есть. То есть в этом случае это вот этот прибор есть, который светит, да? Просто можем поставить так же, как он, в то направление, что и он, но просто своим прибором. Для того, чтобы усилить этот эффект. Световой поток. Да. Ну, практически ты поставил правильно, но просто направление света. Ну да, кстати, я не учитывал эту лампу, я думал, она как бы совсем да, грубо говоря, это я выставляю сюда,
Цветовой баланс, например, довольно-таки яркий делаю, ярче, чем обычно. При этом она у меня падает и поднимается Уже поднято. высоко. То есть, друзья, смотрите, обратите внимание, вот здесь есть, ну, как бы лампа, которая светит постоянно, и Алексей просто ее усилил посредством того, что в том же направлении установил цветовой прибор. Сейчас посмотрит в приложении. Ну вот, получается, в этот раз станешь? Так, я сюда. Да, чуть поближе. В этот раз он у нас тут уже зеленый, тут он уже, тоже лицо уже зеленое, он тот темненький, но в принципе там тоже можно какой-то свет сверху поставить. В принципе, можно ставить, можно нет. Думаю, нормально. Ну и все, как бы в этом случае минимально это вот так. Уравняли. Да, в принципе, возможно такое, что сейчас маленький лайфхак, ну не то, что лайфхак, время уже у нас есть, быстренько так. И вообще там Пых. времени очень много. Такая тема, когда те же самые штативы, стойки и тому подобное нельзя поставить, потому что они будут видны в кадре и тому подобное. И для этого как бы у операторов есть такая разная система гриппов, то есть это вот всякие металлические штуки, которые заставляют прибор повесить куда угодно. Ну как в прошлый раз как магниты были, но вот у нас все деревянное, но магнитов нету. И поэтому используют такие понятия грип-хеды, мотолинии, экстеншены для того, чтобы поставить прибор. Ну, сейчас маленько покажу. То есть, используя окружающие предметы, да, предметы интерьера и так далее, можно прикрепить куда угодно, да? Да. Получается вот приборчик. Я его хочу вот здесь поставить. Например. Помочь? Давай. И, кстати, можно же его сделать типа красненьким или синеньким, да? Ну, по идее, да, Если нужна, Да. если есть такая цель. если такая цель есть. Шикарно. Ну, получается, не как бы, ну, грубо, но, по крайней мере, эта камера широко берет, а наша камера берет узкая, поэтому она не будет видна. Но она как бы освещает всю поверхность Равномерно. равномерно, да. В принципе, если нужно, конечно, ставится отдельные вот так вот много освещения. Да. Либо, когда мы в прошлый раз, вчера ходили, человек просто ходит, стоит вот так. Подсвечивает. Да. Ну все как бы есть некое такое освещение. В принципе, можно отрегулировать по мощности, но это нюансы, которые в этом случае не требуется. Не супер требуются. Да. Друзья, ну что, сейчас весь свет расставлен. Как видите, здесь стало гораздо светлее, и все уже готово для видеосъемки. Испытано на себе. Испытано на себе. Ну, когда мы все расставили, в принципе, уже думаем над тех кадров, которые мы должны сделать. В принципе, мы это должны заранее придумать, уже с понятием раскадровками и так далее, прийти и набрать эти кадры. Вообще, в идеале, я вот видел, что это как, наверное, с художественным фильмом, да, похоже. Идет раскадровка, это рисунки уже конкретно как комиксы, да, покадрово, что, где будет расписанными словами. Это в идеале. Да, в идеале. В рабочем режиме вот тот файл, который я позавчера отправил, То есть текст и, соответственно, то, что говорится текстом, и описание, где это происходит. Да. И все. Почему так? Текстом, да? Почему кадр и что должны говорить? Для того, чтобы понять очередность. И так как сценарист, режиссер, оператор, в одном числе это я, у меня все в голове. Я вижу и поэтому пишу.
А раскадровки, сценарии, они в основном нужны для того, чтобы, во-первых, не забыть, и во-вторых, чтобы другому человеку дать, и тот человек понял. То есть это когда команда уже... Да, это как некий язык коммуникации, правильный сценарий, правильные раскадровки, КПП, календарный план производства, да, продакшена. Вот, это все нужно для того, чтобы другие люди поняли это. А если делает это один человек-видеограф, который монтирует, который снимает, режиссирует, там, освещает и тому подобное, то оно все в голове находится. И нужны просто такие шпаргалки для того, чтобы не забыть. И тот документ, который я вчера тебе отправил, позавчера тебе отправил, это вот как раз шпаргалка для того, чтобы понять вообще, что будет. Кстати, мы сейчас общались, я вообще думал вначале, что мои функции завершатся по расстановке света, но Алексей сказал, что сейчас доверит мне сделать видеосъемку этого ролика. Да. Хорошо, когда показывается весь интерьер. Ну, по сути, в этот случае ролик должен отвечать понятию что, где, когда, почему, да. В этом случае, как человек заходит сюда и снимается на документы, он должен видеть, как это выглядит. То есть я должен этапы показать кадрами, что будет делать человек. То есть он зашел, да, он посмотрел в зеркало себя, потом он встал там на месте или пообщались с ФНДшником. Вот. Прошла съемка, он поправил, распечатал, человек посидел и ушел. Ну, как бы. То есть, когда мы снимаем... В таком же хронологическом порядке получается. В принципе, можно по-разному смонтировать, да? Но когда мы набираем кадры для монтажа, нужно вот как раз понимать хронологию, да, и, как я всегда учу своих там учеников и тому подобное, когда делаешь что-то, какой-то видеоматериал, нужно его расписать как предложение. То бишь там, я пришел в офис сфотографироваться там, на документы, да? По сути, или непосредственно вот этот кадр. Я пришел, открыл дверь, зашел, вижу общее пространство, сидит там человек там, и тому подобное. И вот нужно показать общее пространство, показать, как человек сидит, улыбается, ну вот так вот. Все это расписал, в голове понял, и вот тебе и раскадровки для того, чтобы на монтаже можно было уже в каком-то либо в хронологическом порядке, либо как-то просто клипово сделать ролик. Давай сразу... Нет, справа на паспорт. Давай сейчас пока смотри в зеркало, вот сюда просто. Вот здесь. Да, да. Мы сейчас свет маленько подтянем поближе, чтобы было интереснее. Мощность маленькую уменьшим, слишком близко. Вот так вот, естественно, да? Типа такого плана. И возьмешь камеру. Ты уже все включи его там и так далее. Потом включаешь камеру. Вон он здесь. Да, убираешь эту штуку. Включаешь камеру. Сейчас быстренько сам выстрою экспозицию, давай, чтобы не тратить время. Ты смотришь на на зеркало. Слегка качаясь. Справа налево? Да, потому что покажем того человека, который там сзади стоит. Некий лайфхак. Когда человек в зеркало смотрится, да, он должен стоять вот так вот. Имеется в виду не в зеркало смотреться, он должен смотреть на камеру. Вот так вот. Да. Потому что с своей стороны это будет как будто бы в зеркало смотришь, а как будто бы она в зеркало смотрится, да? Вот видишь, здесь так кажется. А по сути она смотрит вот сюда. Да. Так, а фокус нам нужен на отражение взять? Ну, вот так вот. Да. Он автоматически берет, поэтому хорошо. Отлично. Все. Нажимаешь, я не виден, я в сторонку стану. Да, ты нажимаешь рек. Так, а где рек? Вот. Да, все. Да. И наша задача показать, что тут есть зеркало, и она поправляется. Да, давай. Раз, два, три. Вот, отлично, хорошо. Можно более динамично. Побыстрее. Да, можно выкручивать руку, вот это так, хоп, вот так вот. Так я хотел показать фотографа. Да, но имеется в виду вот так вот, и потом на нее. Понял. Да. Так, готовы? Да. Раз, два, три. Давай. Отлично.
Или можно отсюда начать, вот отсюда. А, вот так вообще. Давай, Да. вот так начни, например, вот так вот. Мгм. И потом хоп, вот так вот сюда. Так, у нас фокус сбился. Так, все, поехали. Раз, два. А, там я себя в зеркале вижу. Раз, два, три. Да, что-то типа этого. В том зеркале нас видно. Да. В этом случае, например, можно, если съемка, она более динамичная, например, и в этом случае это, скорее всего, так и будет. Мне, например, я могу это уже на счет 3, готово? Да, давай начинай. Больше такого плана. Вот. Да, можно даже вот в этом случае вот маленько вот с таким планом. Вот. Вот стоим. Вот так вот. Вот. Ну, такая более такая динамичная картинка. Получается, один кадр взяли, как ценность, то, что есть зеркало, и можно двигаться. Набираем другие кадры, скажем, кадр это уже некий съемочный кадр. То есть у нас задача здесь выставить модель. Чуть-чуть перенастроить цвет, да? Да. Работает наш фотограф. Мы берем вот так вот и опускаем прибор. Ага. Так, такой кадр. Точнее, у нас есть, скажем, оборудование, которое в зависимости от роста человека сюда, вниз и вверх. И для этого она вот на такой системе у нас работает. Вот. Я хочу, чтобы Михаил взял и вниз опустил. Михаил берет руками, опускает, вот так, да, и ты отходишь вниз, ну, как бы назад. Давай, раз, два, три. Типа Да, так, вот да? типа такого. Ну, имеется в виду, не сам отходишь, а имеется в виду, отходишь так, чтобы видно было, что он опускается вниз. Ага. Раз, Это два, нужно, да. три. Да, типа такого. Либо, смотри, либо вот так вот. Так, Михаил. Это мы берем сверху. Раз, два, три. Вот. Понял. Да? Или вот с этой стороны. Да, еще раз. Сверху. По движению мы двигаемся вниз и показываем Общий кадр. Да. Ага. Хорошо. Да, еще раз, Михаил. Так, готовы? Так. Сейчас. Раз, два, три. В принципе, Подожди, подожди. можно взять больше вот этой системы, чтобы видно, понятно было, что она опускается. Да. Ага. Давай еще раз. Только чуть повыше, ну, низко не опускайся. Вот это маленько вот так. Вот так где-то. Ага. Раз, два, три, поехали. Давай. Да, ну ладно. Отлично. Да. Будет получается, обидно, если потом Алексей только свои кадры возьмет в ролик. по-любому так и будет. Так и будет, наверное. Давай вот такой кадр возьмем. Отсюда мы просто вот так поворачиваем сюда. И все. Там. В принципе, ты можешь оттуда снять. Очень важный момент во время съемки не снимать с одной и той же точки. Да? Менять. Да, один из важных, потому что она будет интереснее и с разных точек будет интересно смотреться. Но в этом случае мы снимаем именно процесс того, что вот эта штука, она поворачивается и ставится, и поворачивает, скажем, фотограф. Вот хорошо, когда вот такой некий среднячок, либо с этого плана уйти тоже назад, или оттуда показать. Ну, грубо говоря, вот так вот, хоп, да. Так, тут Пробуем. пошире. Но в этом случае, смотри, этот Да, прибор попадает. виден в кадре. Чтобы такого не было, ну, как бы в этот прибор просто берем и вытаскиваем наружу, чтобы не было видно. Нет, не видно? Нет. Да. Ну, при этом мощность добавляем. Раз, два, три. Ну, видишь, тут нужно смотреть за движением кадра. Какая ценность.
Ну, не ценность, имеется в виду. Но то, что вот эта штука поворачивается. Как удобно это может смотреться. В принципе, возможно, такие более экстремальные кадры, вот так вот, например. Он стоит, еще раз, 2, 3, поверни. Вот. И панораму такую сделал. И Вместе. и световой прибор попал. Какой? Нет, я имею в виду вспышка. Да. То есть 2 зайцев, 1 выстрел. В принципе, если сама съемка с хорошей динамикой, то у тебя и само движение должно быть хорошей динамикой. Ну, как бы, это в самом начале оператор понимает за основу, короче. В этом случае, смотри, тут такая штука, хоп, Да. хоп. И теперь ты можешь, например, с джойстиком управлять. Ты можешь, например, более широко управлять. Вот так. Так, а как убрать автофокус? Или так? Нормально. Так, и вот так. Ну нет, ты можешь просто вот панораму сделать. В принципе, достаточно. Видишь, нормально. Так. Давай. Сейчас вот так. Так, я готов. 1, 2, 3. Медленно, да? Нормально. Давай еще раз. Бог любит троицу. 1, 2, 3. Снимаешь, смотришь, и потом берешь и показываешь. Процесс. А как мне зафиксировать камеру, чтобы она... 2 раза нажимаешь вот эту кнопку. Не, эту. Ой. Там у тебя есть кнопка вот, спереди, да? на рукоятку. Ты 2 раза жми, тык-тык. Все. Чудеса. Так, я возьму ширик, наверное, широкоугольный, да, кадр? Да, вот, нет, скорее всего, нужно всегда широкий угол и крупный план чередовать относительно, чтобы интересно было. Поэтому в этом случае наша основная задача показать фотографа, который снимает и показывает, а все остальное это особо не важно же. Поэтому лучше взять крупником его отдельно с той точки. Но перед этим будет Вот же кадр, как я со спины снимаю, Ну, тоже это крупный? ты уже здесь будешь. Ничего. Вот так вот. Ну, да. Ага, тогда тоже можно Там кадр может быть покрупнее, широкий. да, Может. сделать? И, в принципе, можно вот как раз, раз уж мы одного человека снимаем портрет, да, то можно вот вперед-назад, такие движения делать. Так, запись. Оператор не видно? Вроде нет, нормально, ага. Так, все, поехали. Да, тут, да, вот типа такого. И волосы поправь. Да, отлично. И можно так, туда-сюда. Да, вот, отлично. Надо еще делать. Слишком сильно. Так, вот, еще раз. Вот, отлично, хорошо. Ох, хорошо. Да, во время съемки, когда мы общий план выставили по свету, всегда дорабатывается мелкими приборами, когда мы крупнее делаем или чуть подальше, либо ракурс меняем. У нас всегда какой-то один прибор, который меняется. Мобильный. Да, Мобильный. да, для того, чтобы подсветить, потому что в данный момент, видишь, свет-то не очень хороший. Мы его просто подсвечиваем слегка. И все, вроде бы это освещение работает, да? А в итоге их много может быть. Друзья, как видите, казалось бы, достаточно такой короткий ролик, я думаю, секунд 15, наверное, да, будет. Но времени на него уходит достаточное количество, потому что, во-первых, это несколько сцен, во-вторых, например, сейчас мы его еще не досняли. Нам осталось сделать сцену с ретушью фото и с выводом его на печать. Друзья, наша съемка ролика подошла к концу. Все, что нужно для производства, осталось это отмонтировать. Но для нас это будет где-то пара дней, наверное, да? Алексей смонтирует ролик и, соответственно, отправит нам. Ну, а для вас это буквально секунды, поэтому предлагаем посмотреть, что получилось.
Но Алексея хотелось бы поблагодарить. Подводя итог, конечно, можно сказать, что следите за новыми тенденциями, следите за трендами. Если вы снимаете видеоролики, то вы сами уже выбираете, да, тот путь, который вам предпочтительнее. Мы говорили про хайп, который может также выйти отрицательным, либо это будет классическая реклама, да? Да. В зависимости от ценностей, которые нужно передать. Да. Ну, а также хотелось бы сказать, что можно снимать и на мобильные средства связи, на мобильный телефон. Да, тут уже большую роль играет освещение. То есть Основную, общую, главную роль это все-таки освещение. вообще и не только на мобильные телефоны, но и в целом при видео. А на что снимать и так далее, это уже более второстепенно. Там уже некие нюансы внутренние, которые сильно не отличить. Ну, я думаю, друзья, вы также по традиции уже сегодня узнали много интересного, нового. И будет отрадно, если ваши видеоролики, даже пусть даже семейные, да, они станут на чуточку лучше и красивее. Поэтому я благодарю Алексея, основатель студии «Пространство». Алексей, тебе большое спасибо за очень увлекательную беседу и, конечно, интересную практику. Ну а с вами, друзья, мы увидимся буквально на следующей неделе. До новых встреч! Испытано на себе.